Владислав Иудинов, Владислав Николаев и Александр Долгунов 1-2 раза в неделю едут к реке Вилюй проверять свои сети и крючки. С конца октября до апреля месяца они добывают самую разную рыбу. В основном это плотва, окунь, щука и налим. Рыбачить лучше не на середине, а на краю реки, где нету сильного течения. По закону количество рыбы разрешается одна речная рыба на одного члена семьи. Если сын живет далеко, но я ему отправляю рыбу, то для разрешения на рыбалку надо брать доверенность на его имя. Больше всего радуемся щуке, потому что она более универсальна к готовке. Вот так надо его оглушать, чтобы не уплыл и спокойно достать из сетей. Для этого тоже нужна сноровка. Вот такие перчатки используем. На тыльной стороне написано до 30 градусов. Есть еще до 40 и до 50 градусов, но в них не очень удобно работать. Больше всего якутские рыбаки радуются щуке, потому что она более универсальна в готовке. И солить, и вялить. Множество разных вариантов приготовления. Больше всего рыбы добывают осенью. Погода помягче и пенсионерам удобнее. Проверяешь сети каждые 3-4 дня. А вот зимой рыбы меньше, холодно, и поэтому проверяешь раз в неделю. Он более универсальный, От погоды тоже зависит. Сеть опускаем осенью в октябре. Добычи бывает много, а позже с похолоданиями рыбы все меньше и меньше. Получается, мы рыбачим сетью до апреля месяца. Поплавок из бересты. Именно Сами насаживали. Это мы берем воду для приманки. Окунь крепим на крючок, чтобы поймать налима. Положим воду, чтобы не умерла, и повезем к лункам с крючками. Заменим старую приманку. Во время долгой рыбалки можно увидеть много интересного вокруг. На берегу реки между кустарниками показались 2 косули. Года 3 назад, когда ставили селки на зайцев, видели 5 косуль, 4 самки и 1 самца. Всего-то в 100 метрах от нас. Да чего же красивые были! Рыбы у нас бывает в зависимости от погоды и лунных дней календаря. Когда полнолуние и когда новолуние, мало ловит. Но мы обязаны сети смотреть регулярно, чтобы рыба не испортилась. Сегодня рыбы не очень, потому что новолуние, вчера даже затмение луны было, а рыба это чувствует. А насчет экипировки, ну, в основном мы так одеваемся. Весной и осенью, конечно, полегче. Вот до 35-7 градусов. Вот такой мы называем его доширак. Он утепленный. Вот. А такая одежда у нас вот. Комбез. Снизу подштанники. Это чтоб не дуло. Вот. И, допустим, сети смотрим даже когда минус 55-60, потому что надо смотреть сети. Рыба не должна портиться. Вот тогда бывает работа. Вот так же пешней долбим, когда замерзает 1,20 м до 1,5 метра.
лед долбим, вытаскиваем и также смотрим. Сейчас полегче, тут 20 сантиметров, 25 сантиметров льда. Насчет рукавицы, ну печной долбит, вот печня металлическая, вот эта труба, и на нем обмотана вот это, то веревкой, то этим пресс, этим, чтобы рука не мерзла. И рукавицы должны быть широкие, большие, удобные и мягкие. Вот. Это войлочные как бы. Сейчас вот легко с этим, а зимой, когда минус 50, здесь одеваем еще как эти перчатки рабочие, как китайские, как называется, да, обычные. И все. А сети смотреть, мы смотрим, у нас это, рукавицы другие. Рука мокрая бывает, вытираешь, а потом одеваешь или перчатки, или варежки. А сети смотреть, мы смотрим вот такие. Минус 30. Но они лучше, чем голыми руками. Тут утепленные, мягкие. Конечно, за минус 40 они тоже мерзнут, но тем не менее лучше, чем совсем без ничего. Сейчас в осеннее время я смотрю вот такими рукавицами. Они совсем тонкие. Приспособили мы его. Это огород копать. Резиновый. С этим. Чтоб хорошо чистилось. Ну, отсоединять рыбу от сети вот с таким коготком. Хорошо рыбы снимается с сети. Это они продаются. Садовые. Приспособил. Обычные. Вот. А зимой, когда холодно, вот есть у нас сделанные когти, как называется, снять. Это сделано с обычной зубной щетки. Сегодня был пойман один налим, и поэтому поделили добычу по якутскому обычаю на всех, кто присутствовал, не глядя и на удачу. В конце рыбалки перед отъездом оставляют подношения для покровителя охотников и рыбаков Бай-Баянай. Много кто занимается рыбалкой как хобби, но большинство более промысловые, для семьи ловят. И размер и количество у них больше, потому что это наша еда. Самая мелкая, самая жирная, самая вкусная, самая нежная. Вот рыба такая, тугунок называется, по-якутски севолок. Из нее мы будем делать рыбные чипсы. Тугунок очищаем из внутренностей и валяем в муке. Мука у нас без соли, потому что наша рыба, она малосольная. Вот каждую рыбу вот так делаем и будем жарить в масле. Голову выбрасываем, потом отдельно будем блюдо делать из этой головы тугунка. Тоже она хорошо идет, жиркое, жарить. Так, у нас уже масло готово. Первую партию туда отправляем. Вот так делаем. Так, ну еще немножко, чуть-чуть. Так, сейчас первую партию сделаем. Так, вот так сделали. Угу. Все у нас готово. Вот так. Все. О. Так, чуть-чуть добавим. Это у нас делается по-быстрому. Несколько секунд. О, почти уже готово. О, теперь убираем вот все это. Уже готово. У нас второе блюдо — это оладьи с копченой и соленой рыбой.
У нас сегодня вот этот копченый чир. Я уже разрезал. Это мы поймали осенью и закоптили. Вот. И вот сик соленый у нас тоже лежит. Тоже для этой слабосоленой. Так, сейчас будем ее очищать. Я тут заранее подготовил это тесто для оладий. И туда и будем мелко нарезать. От костей очищаем. Вот так мелко-мелко-мелко вот так делаем. Все. Ну, чтоб дал оладьям, он дал вкус копченой рыбы. Все. Теперь немножко берем рыбы соленой, малосоленой. Мякоти берем вот так. Чуть-чуть. И тоже на мелкие кусочки разрезаем. Вот так. И тоже туда отправляем тесто для оладий. Тесто у нас тоже не соленое, потому что вот она рыба соленая и копченая, поэтому вот так смешиваем. И будем делать наши оладьи с копченой рыбой. Это тоже очень питательное, очень вкусное тесто готовить для оладий. Вот такое оно должно быть. Не густое и не такое уж жиденькое. Такое берем и сюда. И сюда. Да, слишком много, наверное. Вот так. Она жарится как оладьи. Мы сейчас посмотрим. Ну, примерно минут, наверное, 3-4, наверное. Вот так. Маленькие уже готовы. Наши оладьи с копченой рыбой и малосоленой рыбой уже готовы. Теперь будем попробовать и копченый чир, и малосольный сик. Приятного аппетита!